Поистине вся хвала принадлежит Аллаху. Кого Аллах наставит на истинный путь, того уже никто не собьет с этого истинного пути. А кому Аллах пожелает заблуждения, того уже никто не наставит на истинный путь. И мы лишь Его просим о помощи, и мы лишь Его молим о прощении, и мы лишь Его восхваляем. И я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад Его раб, посланник. Амма ба'д. Дорогие братья, Аллах Субхану ва Тааля в своей книге говорит: «Ба'да а'узу биллахи минаш шайтанир раджим. Куль инна салати ва нусуки ва махьяя ва мамати лилляхи раббил аламин». Скажи, эй Мухаммад, скажи ты и научи всех своих последователей. Поистине мой намаз, моя мольба, мое обращение, мое поклонение, мои обряды и моя жизнь, и моя смерть посвящены одному лишь Аллаху, Господу миров. Именно так же пророк ﷺ учил, как это приходит в хадисе у муслима, вставать перед намазом, читать, согласно одной из версий, читать эту мольбу: «Ваджахту ваджхия». Я направил свое лицо «Лиллади фатара самавати валь ард», тому, кто создал небеса и земли. «Ханифа вама ана миналь мушрикин», будучи ханифом, я не являюсь одним из многобожников. Поистине мой намаз, мои обряды, поклонения, моя жизнь и смерть, все они посвящены лишь одному Аллаху. Ля шарика ля. Нет сотоварища у него, никого и ничего. Вабидалика умирт. И мне было это повелено. Ва ана ауваль муслимин. Я первый из мусульман. Такова суть призыва всех пророков и посланников. Ва иля самудин ахахум салиха. И вот мы направили к самудянам их брата Салиха, пророка Салиха, мир ему. Каля я кауми абудуллах ма лакум мин илахин гайр. О мой народ, поклоняйтесь одному лишь Аллаху. Нет у вас другого иного божества. Ва иля адин ахахум Худа. И адитам их брата Худа, пророка Худа, мир ему. Каля я кауми абудуллах ма лакум мин илахин гайр. Поклоняйтесь Аллаху, нет у вас другого иного божества. Ва иля мадьяна ахахум Шуайба. И мадьянитам их собрата Шуайба, пророка Шуайба, мир ему. Каля я кауми абудуллах. О мой народ, поклоняйтесь Аллаху. Ма лакум мин илахин гайр. Нет у вас божества достойного поклонения. Это все аяты, они практически один в один, только меняется название народов, название пророков, имена пророков. Или «Лакад арсальна Нухан иля каумихи». И вот мы направили Нуха к его народу. «Факаля я кауми абудуллах». И он сказал: о мой народ, поклоняйтесь Аллаху. «Ма лакум мин илахин гайру». Нет у вас божества достойного поклонения, кроме него. И не ахафу алейкум азаба яумин азим. Поистине я боюсь, что вас коснется величайшее в день, великий день наказания коснется. И вот Муса сказал: «Каля Муса ли каумихи стаину биллах». Просите помощи у Аллаха. «Васбиру» и терпите, проявите терпение. «Инналь арда лиллах», когда они противостояли с фараоном и его войском. Поистине земля принадлежит Аллаху. «Юрифуха майяша». И Он дарует ее в наследство тому, кому пожелает. «Мин айбадихи» из числа его рабов. «Уаль акибату лиль муттакин». А благой исход лишь за богобоязненными, за теми, кто страшится Аллаха. Или Иса, алейхиссалям, сказал: «Инна Аллаха Рабби», поистине, будучи в колыбели, еще будучи ребенком, как это упоминается в толкованиях, «Мой Господь и ваш Господь один, фа'буду», поклоняйтесь Ему, «Хада сирату мустаким». Это есть прямой путь. Таков путь посланников и пророков всех. Такой путь должен быть и наш сегодня.
это путь ля иляха илляллах Мухаммада Расулуллах. И если мы действительно посвятили себя этому пути ля иляха илляллах, пути установления справедливости на этой земле, как это велел опять же нам Аллах Субхану ва Тааля, сказав, подчеркнув, что Он послал, направил всех пророков ради этой цели. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ. И вот мы направили всех наших посланников с ясными знамениями. وَأَنزَلْنَا مَعْهُمُ الْكِتَابِ. И мы ниспослали с ними Писание. وَالْمِزَانِ. И весы. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Дабы люди водрузили справедливость, установили справедливость. Так вот, мои дорогие братья, если я, ты, все мы посвятили себя этому пути ля иляха илляллах, пути справедливости, пути борьбы установления первого и второго, то нам надо быть готовыми к потрясениям, готовыми к испытаниям, готовыми к тому, что нас не поймут, что меня, тебя не поймут многие и посчитают тебя больным, сумасшедшим, возможно, где-то желающим власти, любви к богатству и так далее. Как это было с пророком в Мекке. Когда ему пришли и сказали: о Мухаммад, если ты желаешь богатства, давай мы тебе дадим. Если ты желаешь женщин, давай мы тебе дадим самую красивую. Если ты вдруг болен, давай найдем самого лучшего врача. Но он что сказал? Он сказал: если мне дадут в правую руку солнце, в левую луну, я не откажусь от этого. До самого последнего вздоха я буду идти по этому пути. Надо быть готовыми, мои дорогие братья, что, возможно, меня, тебя, всех нас, всех, кто будут идти по этому пути, отвергнут, возможно, отвергнут родные и близкие, как поступил дядя пророка Абу Лахаб, дядя пророка, и в общем, другие родственники курайшиты. И знать курайшитов надо быть готовыми, мои дорогие братья, что, возможно, на этом пути наш народ, свой же народ, будет притеснять и бить, так как это было с пророком Саласалям, когда он пошел в Таиф и призывал их. Когда они его забросали камнями, он истекал кровью. Быть готовым потом же, все-таки, несмотря на все это, найти в своем сердце уголочек и для них, хоть и они даже заслуживали проклятия, наказания, и Аллах направил ангела к пророку Саласалям. И ангел сказал: о Мухаммад, если ты пожелаешь, я обрушу на них эти две горы. Но он сказал: нет. И он помолился Аллаху за них. Помолился в надежде на то, что, быть может, из их чресел, из их спин выйдут те, которые будут свидетельствовать, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. И если мы, ты, я, все мы готовы идти по этому пути, мы должны быть готовыми к тому, что, возможно, потеряем на этом пути своих близких и родных по причине козни врагов. А потом, возможно, Аллах откроет сердца этих врагов, как это было с Вахши, который, как ошибочно многие считают, по заказу Хинд убил дядю пророка, господина всех шахидов. Но на самом деле это был другой человек, Джубейр ибн Мут'им, как это упоминается у Ибн Хишама и у Аль-Бухари. Хинд, конечно же, желала мести. Мести за убийство своего отца, брата. Желала, но заказал именно это убийство Джубейр ибн Мут'им. Мы готовы к тому, что, возможно, эти люди одумаются и примут ислам. И нам надо будет их простить, как простил пророк Саласалям. И это удивительная история. Причем пророк Саласалям встретился лицо с Вахши до того, как он принял ислам. Вахши попросился делегатом, посланником в
качестве делегата и посланника, поскольку ему сказали, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не трогает посланников и гонцов, потому что это не входит в нравственность, в нормы поведения пророка, в правила. Посланников, даже если они клятые враги, не трогают и не убивают. И вот когда они встретились лицом к лицу с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, он спросил: ты Вахши? Он сказал: да. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, знал, что это Вахши убил его дядю, любимого дядю. Он сказал: если ты можешь, сделай так, чтобы я тебя не видел. Удались, чтобы я тебя не видел. И потом, увидев пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, увидев его отношения, увидев это все, увидев ислам, Вахши принимает ислам. Но он борется с этим чувством того, что он убил любимого человека, пророка, любимого дядю пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И он надеялся, жаждал, что Аллах даст ему возможность исправить эту свою ошибку. И действительно он исправил ее. Именно Вахши, так же как он убил Хамзу, он подстерегал, когда вспыхнула волна потрясений после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и появились всякие еретики, и те, кто отказался платить закят. Он с копьем целился в Мусайлиму аль-Кадзаба. И именно он кинул копье, и это копье точно так же пронзило грудь, как это даже описывается в этом же риваяте, в хадисе. Попало в грудь и вышло через спину. И тогда он успокоился, в надежде, что Аллах примет этот поступок. Так вот, мои дорогие братья и сестры, если мы готовы идти по этому пути, мы должны быть готовыми, ты, я, все мы, что будут близкие друзья, которые даже усомнятся во всех нас. И лишь некоторые из этих близких поддержат. Так как это было с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, во время Исра Ми'раджа, когда он был перенесен. Многие не могли поверить в это. Многие начали сомневаться. Как это? В одну ночь пророк перенесен был с Мекки в Медину, а потом был вознесен, а потом вернулся в Мекку, и постель его не остыла. И лишь Абу Бакр ас-Сиддик, лишь он, и поэтому его прозвали Сиддиком, лишь это его не поколебало. Или же это другой случай, как это произошло при заключении Худайбийского договора, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вышел вместе со сподвижниками, чтобы совершить паломничество. Но курайшиты остановили их и сказали: нет, мы не дадим вам совершить паломничество. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, решил заключить с ними договор о перемирии. И когда было написано на титуле «Бисмилляхи рахмани рахим», они сказали: мы знаем, кто такой Аллах, кто такой Рахман, не знаем, уберите Рахман. Сподвижники возмущались, близкие сподвижники, Али ибн Талиб, Амар ибн аль-Хаттаб. Пророк сказал: уберите. И они сказали: Мухаммад Расулуллах, мы знаем Мухаммада ибн Абдуллаха, но мы не знаем Мухаммада Расулуллах. Уберите Расулуллах. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: уберите Расулуллах. И другие есть детали, многие интересные, о которых сейчас нет времени говорить. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, принял их, потому что «Инна фатахна лака фатхам», потому что он знал, потому что Аллах ему обещал великое открытие, великую победу впоследствии. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сподвижники колебли, сомневались, правильное ли это решение. И Саляма подсказала: о посланник Аллаха, иди, избрей голову, зарежь животное, искупи, выйди, они последуют за тобой. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, так и сделал, и действительно они последовали за ним. Если мы посвятили себя этому пути, дорогие братья, я, ты, все мы, и все, кто посвятил этому пути себя, они должны быть готовыми к тому, что их лишат родины, выгонят,
И многие здесь на самом деле в таком положении, в том числе и крымские татары на сегодняшний день. Лишат родины, как пророка саллаллаху алейхи ва саллям лишили. Родины Мекки. Он ее любил и не хотел оттуда уходить. И он говорил, когда выходил: если бы меня не изгонял мой народ, я бы не вышел. И они мучились там, в Медине, поскольку была переакклиматизация. Смена климата. Климат разный был. Болели. И об этом даже стихи писали, как они мучились, как они жаждали вернуться в Мекку, родную Мекку. И мы должны быть готовыми на этом пути. Готовыми к тому, что будут те, кто внешне поверят в призыв, в наш призыв, в призыв посланников и пророков, поверят в нас внешне, но внутренне скроют свою зависть, злобу, вражду и даже неверие, как это было с лицемерами в Медине. Мы должны быть готовыми на этом пути, что будут те, кто даже замыслит, прикрываясь великим добром, совершить великое зло. Я имею в виду строительство мечети Ад-Дурар, когда Абу Амир ар-Рахиб, некий Абу Амир ар-Рахиб, которого пророк саллаллаху алейхи ва саллям призывал к исламу, но он отказался и убежал, попросил убежища у христианского правителя Геракля. А потом оттуда писал письма и уговаривал, и убеждал своих соплеменников, которые внешне были мусульманами, обычными мусульманами, построить мечети. Действительно, 12 из числа его соплеменников, и даже упоминаются их имена, построили эту мечеть. Он эту мечеть решил построить, в планах было расколоть мусульман. Ее построили возле куба мечети. Но сказали, это мечеть для больных, для хромых, кто не может далеко идти, они будут молиться здесь. А потом пришли к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и это была пятница, как сегодня, и сказали: о посланник Аллаха, мы приглашаем тебя, построили мечеть, помолись в ней. Помолись, дабы добиться статуса. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пообещал им, но не сегодня, потому что они готовились к битве при Табуке. И он сказал: инша Аллах, когда будем возвращаться. Но Аллах субхану ва тааля открыл эти все замыслы, эти козни врагов. И не спаслал аят из суры Тауба. И те, кто избрал мечеть для нанесения вреда мусульман, чтобы расколоть, поддержать неверие и сделать это заставой, а это действительно хотели сделать заставой, собираться там, обсуждать и так далее. Заставой для тех, кто сражался с Аллахом и его посланником до этого. И впоследствии мы знаем эту историю. Пророк саллаллаху велел разрушить эту мечеть. И эта история повторяется. И мы видим, как сегодня некоторые строят мечети и прикрываются этим. Мы видим это все. Мы видим, если мы готовы идти по этому пути, то мы должны быть готовыми. Мы должны быть готовыми, что будут те, кто предаст нас на этом пути в самый ответственный момент, как предали пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в битве лицемерия. Абдуллах ибн Убай отвел войска и оставил бит поддержки. Мы должны быть готовы, что в этом пути будут те, кто нарушит договора заключенные, ударит в спину, как поступили иудеи с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, в частности. Мы должны быть готовы, что будут на этом пути даже близкие соратники, которые ослушаются нас, а потом будут сожалеть об этом. Как это было в битве при Ухуде, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: не покидайте эту точку. А они, увидев, что многобожники отступают, увидели трофей и спустились вниз. И мы к этому эпизоду вернемся впоследствии. Мы должны быть готовы, да, мои дорогие братья, к этим многим испытаниям.
Но ни в коем случае мы не должны унывать и останавливаться на этом пути. Ибо если мы остановимся, ибо если мы перестанем идти по этому пути, Аллах заменит нас просто другими людьми. И Аллах исполнит свой свет, как Он сказал об этом. Поистине в этот день есть такой момент, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает мольбы о прощении. Просите прощения у Аллаха, ведь поистине Он прощающий. Мои дорогие братья, с момента, когда человек уверовал в Аллаха Субханаху ва Тааля, он неизбежно становится на поприще борьбы истины с ложью, борьбы веры с неверием. Но не на основе того, что он один, на основе того, что с ним Аллах. Аллах его всегда поддержит, если он идет искренне на этом пути, если он горит на этом пути. Он вступает в борьбу не на основе того, что его поддерживает кто-либо, а на основе того, что его поддерживает Аллах. Аллах, Творец сущего, великий Аллах, обладатель силы, мощи, величия. И никто, и ничто, если это действительно так, не способно остановить это, не способно противостоять этому. И тому пример пророков и посланников, и тому пример нашего посланника Аллаха Мухаммада, саллаллаху. И тому примеры, все те эпизоды, которые я привел, никто не способен это остановить. Но если на этом пути мы утеряем эту связь, утеряем это, ма'иятуллах, если мы утеряем эту связь с Аллахом, вот тогда исход этого противостояния будет предоставлен обычной борьбе людей. Кто сильнее, кто умнее, кто хитрее, кто лучше, тот и победит. Но если мы будем идти с Аллахом, даже если нас будет мало, даже если мы будем слабы, даже если мы будем казаться внешне никчемны, никто и ничто не способно это остановить. Вопрос упирается лишь в нашу искренность, в наше намерение, в наш путь соответствия его Корану и сунне пророка, саллаллаху. И яркий тому пример, как я вам обещал, возвращаясь к эпизоду битвы при Ухуде. Когда пророк, саллаллаху, сказал: не уходите. И некоторые из числа его сподвижников ослушались. И внешне показалось, что мусульмане проиграли. Но на самом деле выиграл ислам. Ибо если при таком ослушании пророка, саллаллаху, мусульмане бы победили, возможно бы лицемеры бы взяли бы это и сказали: а видите, вот же мы ослушались пророка, и вот ничего же не случилось, и трофеи заполучили и так далее. Но нет, Аллах учит и говорит: раз вы ослушались пророка, саллаллаху, раз вы ослушались повеления Аллаха, субхану ва тааля, тогда вот вам результат. И победил на самом деле ислам, а проиграло ослушание пророку и его Аллаху. Поэтому, мои дорогие братья, наш путь ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах, наш путь лиякумун нас бил кист, наш путь борьба на этом пути, пока мы не достигнем этого результата.